Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что стороны, цитата, «почти договорились о механизме контроля за прекращением огня». При этом СМИ писали, что переговоры застопорились, а в украинской делегации возник раскол. Повестка переговоров включила 5 направлений – от вопросов территории и безопасности до военной, политической и экономической тематики. В среду параллельно действовали 2 группы по политическому и военному блокам. Как отметила российская газета, диалог проходил в напряженной атмосфере. При этом делегация России, следуя принципу недопустимости мегафонной дипломатии, воздержалась от публичных комментариев по ходу переговоров. Еще раз напомним, что российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский. Со стороны США участвовали спецпосланник президента Стив Уитков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов. В Вашингтоне переговоры в Женеве оценили как шаг вперед. Спецпосланник президента США Стив Уитков сообщил в Фейсбуке, что российская и украинская делегации намерены доложить о результатах своим руководителям и продолжить работу над возможным соглашением. Владимир Зеленский по итогам переговоров в Женеве заявил, что стороны приблизились к пониманию механизма контроля за возможным прекращением огня. По его словам, на военном треке участники продемонстрировали конструктивный настрой. Цитата: «Больше деталей будет по возвращении от моей группы, но пока то, что я услышал, в принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение конфликта, если будет политическая воля. Они, в принципе, там почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал», отметил Зеленский. Украинская делегация на переговорах в Женеве сосредоточена на проработке базовых положений, которые должны лечь в основу возможного завершения переговорного процесса, написал в телеграм-канале секретарь Совета безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Отметим также, что переговорный процесс в Женеве вызвал противоречивые оценки в зарубежных СМИ. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что обсуждения в политической рабочей группе могли зайти в тупик. Сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе застопорились. По словам источников, причиной стали позиции, представленные новыми главными российским переговорщиком Владимиром Мединским, написал он. При этом журналист не уточнил, какие именно предложения стали предметом разногласий. О возможных трениях сообщают и другие издания. The Economist пишет, что внутри украинской делегации нет единой позиции относительно темпов и формата возможного соглашения. По данным источников издания, Буданов выступает за скорейшее заключение договоренности при посредничестве США. Однако часть команды, ориентированная на бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака, занимает более осторожную позицию. Разногласия возникают и внутри украинской делегации. Одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересы Украины лучше всего будут обеспечены быстрым соглашением под руководством США и опасается, что окно для действий может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием скандально известного бывшего главы администрации Андрея Ермака, гораздо менее склонно к этому. Зеленский, похоже, балансирует между ними, имея при этом и свои собственные идеи, говорится в материале. Ранее The Atlantic также писала, что часть советников президента Украины допускает, цитата, «территориальный компромисс ради завершения конфликта». Однако сам Владимир Зеленский выступает против такого сценария. Авторы публикации давали понять, что среди сторонников более гибкой позиции может находиться и Буданов. При этом в Вашингтоне считают, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может выйти на финишную прямую. Спецпосланник президента США Стивен Уитков в интервью на телеканале Fox News сделал громкое заявление: в ближайшие недели мир ждут хорошие новости, сообщил он. Что на самом деле стоит за этим оптимизмом и возможно ли личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, эти вопросы встают сейчас перед многими наблюдателями и экспертами.
Стивен Уитков, занимающий пост спецпосланника президента США, не стал скрывать своего оптимизма. По его словам, стороны продвинулись в переговорном процессе как никогда раньше, думая, что на самом деле будут хорошие новости, потому что в реальности переговоры зашли дальше, чем когда-либо. Возможно, в этом году будет реально заключено мирное соглашение, заявил Уитков, фактически анонсировав скорые подвижки. Именно после контактов в Женеве Уитков и его команда, по данным СМИ, начали прорабатывать варианты дальнейших шагов, включая организацию саммита. Однако за красивой фразой «хорошие новости» скрывается не только дипломатический успех, но и жесткая геополитическая реальность. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук, политолог Константин Блохин в беседе с «Аргументами и фактами» объяснил две причины, по которым у Киева просто не остается иного выбора, кроме как пойти на заключение соглашения. Первая причина – у Украины не будет другого выхода, как заключить это соглашение, потому что в условиях сокращения западной помощи прежних объемов достичь невозможно. Следовательно, вести боевые действия с Россией в прежнем формате тоже невозможно, подчеркивает политолог. Блохин также прогнозирует, что до финальной точки предстоит пройти еще несколько этапов. Несмотря на анонсированный прорыв, работа над документами и условиями продолжается. Думаю, что на самом деле еще будет там 2-3 раунда переговоров, и, возможно, в этом году будет реально заключено мирное соглашение, спрогнозировал Блохин. Однако сам факт подписания мирного договора не гарантирует долгосрочного спокойствия. Эксперты предупреждают, если соглашение и будет достигнуто, оно рискует стать лишь временной передышкой. Константин Блохин обращает внимание на риторику европейских столиц и самого Киева. По его мнению, Запад не собирается менять свои стратегические цели, а лишь адаптируется к текущей политической конъюнктуре в США. Украина, Европа и американские элиты будут считать, что Трамп – это явление временное, что нужно переждать 3 года, дождаться прихода там, цитата, нового Байдена, и все встанет на свои места. Эту позицию не скрывают ни европейцы, ни украинцы. Вполне возможно, они пойдут на это соглашение, но это, скорее всего, будет хрупкий мир, объяснил эксперт свою позицию. Таким образом, Киев может рассматривать будущие договоренности не как финальную точку в конфликте, а как тактическую паузу для перегруппировки и накопления ресурсов в ожидании смены власти в Вашингтоне. Одной из самых интригующих тем остается возможная личная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Уитков допустил, что новый раунд переговоров может впоследствии привести к такому саммиту. Более того, по информации Fox News, спецпосланник вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером предложили сторонам варианты, которые в ближайшие 3 недели могли бы подготовить почву для встречи лидеров. Однако не все эксперты разделяют этот оптимизм. Политолог-американист Вадим Трухачев в беседе с «Аргументами и фактами» оценил вероятность такой встречи как крайне низкую, по крайней мере, в обозримом будущем. Уитков сказал о возможной встрече Путина и Зеленского ради того, чтобы сообщить и показать, что он работает. Но Путину и Зеленскому сейчас говорить не о чем. Повестки нет, подчеркнул Трухачев. По его мнению, заявление Уиткова – это скорее демонстрация активности американской дипломатии, нежели реальный план, подкрепленный взаимоприемлемыми условиями. Пока же дипломаты готовятся к новым раундам консультаций, а мировые СМИ продолжают гадать, что именно Стивен Уитков называет хорошими новостями. Ясно одно – переговорный процесс по украинскому кризису вышел на принципиально новый уровень, и ответы на самые сложные вопросы стороны пытаются найти в ближайшие недели. Подробнее тему мы обсудили с директором Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталием Даниловым. Виталий Алексеевич, благодарим вас, что вы согласились ответить на несколько наших вопросов. В первую очередь мы хотели бы спросить у вас, как вы считаете, какое значение было у переговоров в Женеве 17-18 февраля? Можно ли говорить о каких-то итогах и результатах? Здравствуйте. Да, действительно, сейчас были проведены новые очередные переговоры в рамках трехсторонней группы. В первую очередь, конечно, мы можем говорить, что это были переговоры между Россией и Украиной, но это не совсем так. Рядом с нами стояли американцы. Почему не было европейцев? Это очень интересный факт. Дело в том, что категорически против этого выступала российская сторона, и американцы пошли на наши условия, и европейских партнеров фактически отодвинули от всего процесса переговорного, который идет по украинскому конфликту.
Это для нас большая дипломатическая победа, потому что европейцы настаивали. Кстати, они никуда не исчезли. Они находились там в переговорной группе под дверями. То есть они находились рядом, и когда, в общем-то, украинская сторона хотела так или иначе проконсультироваться со своими европейскими хозяевами, она выходила за пределы переговорной комнаты, и там, в общем-то, англичане и немцы присутствовали точно. Французов я не имею информации, были ли французы, но Лондон и Берлин своих делегатов туда послал. И, соответственно, мы можем говорить о том, что это была такая мощная переговорная группа от коллективного Запада, я бы назвал. По сути, ничего не изменилось. Да, американцы присутствовали на самих переговорах, но европейцы присутствовали за дверьми и, в общем-то, держали ситуацию под контролем. Мгм. Это очень интересные детали. Я читала, что кто-то назвал даже это присутствием в предбаннике, что они были в предбаннике переговоров. Но как вам кажется, все-таки с чем это было связано? То есть почему позиция европейцев именно такая, что их даже не допускают к столу переговоров? Но дело в том, что сейчас американцы выбрали такую политику, что европейцы выдвигаются на передний край противостояния с Россией, а Америка будет им всячески помогать. Мгм. В данном случае роль биодрона выбрана Украина. Именно она будет реально противостоять России на поле боя. А Европа должна по замыслу американских стратегов противостоять экономически и технически, всячески снабжая Украину всеми видами вооружения, в том числе американского вооружения, ну, предварительно, конечно, оплатив его, для полноценной борьбы с Россией. То есть тактика у них сейчас изменилась несколько, ведь американцы раньше сами активно участвовали, при Байдене бесплатно раздавали помощь военную, то в настоящее время американцы продают свою помощь, заставляя европейцев покупать американское вооружение и направлять его на Украину для противостояния с нами. Поэтому мы исходим из того, что они сейчас поделили роли, несколько изменилась тактика, но не изменилась стратегия. Стратегия одна и та же: уничтожить Россию, расчленить ее и поделить ее богатство. Народ как таковой должен, ну, сейчас слово рабство, оно не очень модное, но на самом деле работать на интересы коллективного Запада после стратегического поражения, которое они хотят, чтобы Россия получила именно на поле боя. Поэтому все эти переговоры – это всего лишь ширма, все переговорные позиции нам известны, и они не приводят и не приведут к реальному результату. Они могут только отложить решение украинского кризиса, украинской проблемы в целом. И то, что сейчас говорится о заморозке военных действий, именно заморозки, потому что если мы остановим военные действия по линии соприкосновения, это приведет лишь только к тому, что дальнейшее противостояние, оно отложится на какой-то срок. Для них это срок в пределах 5 лет, когда Украина сможет восстановить свой человеческий потенциал, опять накопить вооруженный потенциал и потом снова возобновить вооруженные действия с Россией под предлогом того, что часть территории Украины оккупирована нашей страной. И, соответственно, Запад активно поддерживает ее в этом, потому что он юридически не признает эти территории, ни Крым, ни Донбасс за нами. И, соответственно, снова возобновится с новой силой вооруженное противостояние, только оно будет уже идти на худших для нас условиях, поскольку в настоящий момент Европа пока не милитаризирована, ВПК Европы очень слабы, американцы также распыляют свои военные средства, в том числе и на Ближнем Востоке, и в этом контексте они не могут так уж и явно помогать Украине. Но достаточно, в общем-то, на складах еще скопилось вооружение для того, чтобы держать ситуацию под напряжением. Мы исходим из того, что американцы и европейцы готовят большую войну, опять же, на европейском континенте. Такая была и Первая мировая война, и Вторая мировая война.
и они исходят из того, что Россия не применит ядерное оружие в ответ на прямую агрессию со стороны европейских государств. Мы говорим, что мы применим, но они исходят из того, что многие красные линии, которые Москва обозначивала, она за них не заходила. Значит, можно применять и дальше все меры устрашения и меры воздействия на Москву для того, чтобы реализовать именно свой сценарий развития многополярного мира. То, что сейчас многополярный мир формируется, это совершенно очевидно, но дело в том, что реальные акторы мирового порядка нового это стали Россия, Китай и США. США прекрасно это понимает, и они всем сердцем и душой желают исключить Россию как мирового актора, который будет противостоять американскому глобализму. И договориться с Китаем. Пока с Китаем договориться не удастся, поскольку Россия не уничтожена. То есть у них основная задача, конечно, постараться уничтожить Россию экономически, военным путем и желательно, конечно, и цивилизационным. Но в настоящее время мы видим, что Россия очень активно сопротивляется, имеет большой потенциал, и история показывает, именно тысячелетняя история. Америка, в общем, достаточно молодое государство, 200 с небольшим лет. А Россия и Китай – это гиганты цивилизации, которые, в общем-то, на протяжении многих-многих столетий могли противостоять угрозам, которые шли с разных сторон. И, в общем-то, у них есть геополитический иммунитет. То, чего нет у Соединенных Штатов Америки. Поэтому совершенно точно, что уничтожить такую большую страну с такими большими возможностями и потенциалом практически невозможно. Но американцы пытаются это сделать сейчас руками, в первую очередь, украинцев и потом уже европейцев. Поверьте мне, закончатся украинцы, да, дальше пойдут прибалты, словаки, венгры, все страны Восточной Европы. Еврогранды, конечно, участвовать в этом не будут, но могут только что поставлять вооружение, и максимум это военные боевые летчики, которые могут принять участие в боевых действиях против нас. Но они, кстати, и сейчас принимают участие. Если вы видели, что самолеты F-16 американского производства, которые пришли из Дании, за штурвалами сидят не украинские пилоты. Поэтому так. Хотелось бы еще один вопрос обсудить. Он сейчас растиражирован в СМИ о том, что такое громкое сделал заявление Стивен Уитков о том, что в ближайшие 2 недели будут якобы какие-то хорошие новости. И все между делом вроде бы обсуждают вероятность или возможность встречи Владимира Путина с Зеленским. Как вам кажется, это ли имеется в виду? Или вообще возможна ли такая встреча? Или о чем говорит Уитков? Нет, Витков в первую очередь бизнесмен. И, кстати, Кушнер, зять Трампа, тоже бизнесмен. Они занимаются именно экономическими вопросами. И вот Кирилл Дмитриев, который предложил большую сделку от лица Кремля американцам, который предполагает триллионы долларов за возможность, скажем так, экономического развития двух стран. Это попытка, грубо говоря, на волне экономики решить наши политические вопросы с американцами. Но это не решается. Как вы видите, Трамп поддержал очередные санкции в отношении нас, еще продлив на год. А между тем, как вы понимаете, сделка-то идет полным ходом, ее все готовят. Трамп не возвращает дипломатическую недвижимость, он ничего не делает, он уничтожает наши интересы где-либо. Если вы посмотрите, предполагается, что в рамках большой сделки, да, мы североамериканский континент допускаем к правлению всей Латинской Америки. Трамп действительно объявил новую доктрину Монро-2, обозвав ее доктриной Данро от своего имени, и она предполагается, что никто не входит в зону ответственности Соединенных Штатов Америки, в регион, да, почему вот он создает мега-государство, куда должно войти Соединенные Штаты Америки, Канада, Гренландия, Мексика и отчасти другие страны, которые находятся южнее Мексики, вплоть до Панамского канала. Но он еще и умудрился сказать, что Венесуэла тоже будет частью Соединенных Штатов Америки. Ну хорошо, ладно, мы, допустим, приняли эти, к примеру, мы не имеем инсайдерской информации, но, к примеру, Москва приняла
часть этой игры и сказала: хорошо, ладно, давайте, Донро — это ваша территория, но Евразия — это исторически зона ответственности России была. Мы всегда помогали государствам подняться с колена, мы развивали эти государства, мы имеем тесные экономические, социальные связи. Но вот мы хотим и дальше хороших отношений с этими государствами, давайте это будет зона уже нашей ответственности, вы тогда сюда не залазьте. Но что получается? Второй человек в США, вице-президент Ди Венс, посещает Армению и Азербайджан, фактически дает им указания, как жить, напичкивает регион американским оружием. Для чего? Для того, чтобы оторвать от России эти государства и экономически, и политически. Почему так делается? Мы же договорились, что мы не заходим в Латинскую Америку, а вы не заходите на нашу территорию ответственности. Но американцы, как видите, опять обманывают. Они не следуют тем договоренностям, которые были заключены в Анкоридже в рамках визита Путина на Аляску и встречи с Дональдом Трампом. Получается, что американцы как обманывали нас на протяжении многих-многих лет, так и, в общем-то, собираются это сделать сейчас. Посмотрим, какой будет ответ России, потому что совершенно очевидно, так мир не будет строиться. Американцы, если предполагают, что делится мир на троих, в данном случае сейчас мы про Индию не говорим, но сами же американцы в своей стратегии прямо обозначили мировые акторы, Россию и Китай, как ключевые их соперники и партнеры по построению нового мирового порядка. Там, кстати, Европы нет. Если американцы это уже признали, а мы это строим уже давно в рамках БРИКС, Россия, Индия, Китай и глобальные страны Юга, все присоединившиеся к нашему объединению, в общем-то, хотят построить новый мировой порядок на условиях справедливости. Мы строим это. Если американцы это признали, то в данном случае они сейчас нарушают все достигнутые договоренности и откровенно ломают всю игру, которую выстраивалась на протяжении всех этих лет, и которая в том числе и привела к конфликту на Украине. Если сейчас будет действительно по Ирану нанесен сокрушительный удар, и нефть не будет поступать иранская в Китай, то это еще один удар по построению нового мирового порядка, и как раз покажет уязвимость стран БРИКС, которые не могут отстаивать свои экономические интересы перед лицом врага. Как вы понимаете, Иран входит в объединение и ШОС, и БРИКС, и это, соответственно, мощнейшая страна на территории большого континента, Ближнего Востока, географически. И, соответственно, конечно, она имеет очень большую ценность. Но посмотрим, как это будет сейчас развиваться. Сейчас Китай и Россия активно помогают вооруженным силам Ирана, поставляя оборонительные вооружения для отражения возможной атаки. Если действительно опять будет Иран, имея мощные ресурсы, противостоять и Израилю, и США, опять пытаться громкими словами напугать Тель-Авив и Вашингтон, но опять закончится для него это плохо. Если он будет опять делать декоративные удары по Дохе, да, по Катару, где расположены военные базы Соединенных Штатов Америки, а также в других местах, да, в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах. Но если он опять будет играть, потому что совершенно очевидно было, что июньская война 12-дневная – это такой большой договорняк. Когда американцы договорились с Тегераном, что они ударят, но в ответ Тегеран не должен наносить большие удары, иначе будет ой-ой-ой. Тегеран подыграл в данном случае Вашингтону, и он согласился на этом. Мы все видели эти декоративные постановочные удары со стороны Ирана. Но вот к чему мы пришли. Нельзя договариваться ягненку с волком, поскольку у них совершенно разные ценности. Кстати, Авраам Линкольн, американский президент, в свое время сказал, что у волка и у овцы совершенно разные понятия о свободе, чести и достоинстве. И все-таки хотела бы еще один вопрос, может быть, коротко. Вот обсуждают, возможно ли вот в скором будущем встреча Владимира Путина и Зеленского. Вот ваше мнение на этот счет? Мое субъективное мнение, что данная встреча не будет возможна, поскольку наш президент, он в первую очередь юрист.
И для него, как юриста, встреча с нелегитимным главой государства, любого главы государства, в том числе и то, которое находится в противостоянии с нами, это абсолютный фарс. Невозможно ни о чем договариваться и подписывать документы с человеком, который нелегитимный, потому что любой другой, кто придет на его место, он скажет, что все, что подписано, было недействительным. Поэтому встреча является абсолютно ничтожной с точки зрения юриспруденции и ненужной с точки зрения геополитики. Но если мы будем подыгрывать американцам и выполнять какие-то условия, в том числе в рамках разменных каких-то монет США, ну, такая встреча будет возможна. Ценности от нее никакой не будет. Поэтому я исключаю возможность по-настоящему серьезной встречи для решения украинского кризиса. Встреча этих лидеров двух государств не будет ничего нести с практической точки зрения. Поэтому она не нужна, абсолютно контрпродуктивна. Виталий Алексеевич, благодарим вас, что нашли время ответить на наши вопросы. К другим темам. Тем временем на прошлой неделе в Вашингтоне прошло первое заседание так называемого Совета мира Трампа. В своем канале «Донской казак» политолог Сергей Маркедонов пишет подробнее о событии. На Вашингтонском форуме собрались представители более 20 стран, и хотя формально главной темой Совета было восстановление сектора Газа и палестино-израильское урегулирование, значение мероприятия выходило далеко за географические рамки Ближнего Востока. Соединенные Штаты пытаются решить сразу несколько задач. Во-первых, показать всему миру, что есть еще порох в пороховницах, и Вашингтон еще рано списывать со счетов как мирового лидера, пишет Маркедонов. Во-вторых, делаются попытки выстроить инфраструктуру мирового влияния за рамками ООН, там, где можно полагаться не на нудные статьи ООНовского устава, а на собственную мораль. В-третьих, зов Штатов охотно принимают и те, кого в нашем Отечестве причисляют к мировому большинству или глобальному югу, и даже партнеры нашей страны по Евразийскому экономическому сотрудничеству и ОДКБ, увы, и для них мнение Вашингтона имеет значение, отмечает эксперт. Трамповский совет посетили лидеры 4 постсоветских государств – Азербайджана, Армении, Казахстана и Узбекистана. Белорусский президент Александр Лукашенко, который сначала с энтузиазмом присоединился к американской инициативе, в итоге в Вашингтон не попал. Обозреватели ведущих европейских СМИ высказывали опасения, что Лукашенко использует Вашингтонский вояж для повышения уровня международной легитимации, кто бы ни использовал на его месте. Но в итоге возник вопрос с визами для белорусской делегации, и он не был удовлетворительно решен. Конечно, оппоненты Лукашенко озвучили идею о вездесущей руке Москвы, которая задержала белорусского лидера. Но даже ведущие западные медиаресурсы подтвердили визовую версию. Важный урок, хотя и не новость, считает Маркедонов и отмечает, что Штаты всегда проводили и будут проводить нормализацию с крючками, чтобы показывать в момент X, кто держит базу. Что касается Южного Кавказа, Маркедонов останавливается на этом направлении подробнее и отмечает, что президент США продемонстрировал всем гостям свое личное достижение. Он научился выговаривать слово «Азербайджан». Теперь оно кажется ему, цитата, красивым названием. Но если серьезно, то мы видим, что курс Вашингтона, взятый в августе прошлого года, уверенно прокладывается дальше. Штаты намерены стать эксклюзивным модератором мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Все это сопровождается, как и положено, мощным пиаром рукопожатия Алиева и Пашиняна под софитами, встреча лидеров двух стран на ногах, очередное провозглашение великой дружбы между Баку и Ереваном. А еще политолог отметил, что Трамп чаще упоминал имя Алиева, чем Пашиняна. Интерес к взаимодействию с Баку у Вашингтона выше просто в силу разницы в ресурсных потенциалах двух кавказских государств. И последнее по порядку, но не по важности. Диспропорция восприятия Кавказа у американского лидера. В его рассуждениях о мире за 24 часа, хороших, но упрямых парнях и установлении мира нет реального ощущения того, что происходит, что называется on the ground, то есть на земле, то есть о реальном положении дел, считает Маркедонов. Пазл можно собрать так и эдак, а мирное соглашение между тем пока так и не подписано, заключает эксперт. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.